могилы Васильский милый горошек творец, передайте наконец. Всему, что я знаю и умею, меня научили люди. Младшая мать научила ходить. Этим ногам, иншалла, много дорог одолеть придется. Братья, ездите на коне. Мустафа! Оп! Эх, таких, как мы, водили, давно собирать надо! Отец крестил лапти.
обещали мне помогать. Запомните, пусть лучше по 2 год падет, чем ваше слово ложью окажется. А старшая мать, вот уже много десятилетий ее нет, а я помню все, и лицо ее, и руки, и улыбку, даже цвет ее камзола, украшенный серебряными монетами. Вот только голоса ее не помню. Большой день сегодня был. Короткий. Отец в город ездил, все лапти плели, а Салих Коран учил. Мне сахар! Еще один сахар! Вот тебе 2 куска сахара. А мне тогда самый сладкий! А тебе, Муртаза, самый сладкий. А мне самый А тебе, Мустафа, самый. Погода вечером хороша. На звезды бы посмотреть. Хлопот немало. Да и детям сказку кто расскажет? Старший брат Нет. Пусть лучше Вазифа расскажет. Мне, мам, расскажи, а я одну тебя так слушаю. Пожалуйста! Хорошо. Садитесь поближе. У прародителя древнего рода было 3 сыновей. И вот, когда они подросли, старик им дал такой наказ. Принесите мне то, что вам более всего по нраву. Лук! Свирель! Принесли сыновья, кому что любо, но тем дело не кончилось. Вот, каждый из вас нашел свое призвание. Один будет пахарем, второй воином, а третий певцом. Вот сначала воин пусть пашет землю, дабы он хорошо знал, что надлежит охранять. Пусть стоит на посту и не решает знать, какая отвага нужна воину. А певцу надо и на страже стоять, и землю пахать. Только тогда ему песни будут близки и пахарю, и воину. Не нужно поиграть на свирели! Отец! А почему другим не нужно поиграть на свирели? Салих! Муртаза! Мама! А почему другим не нужно поиграть на свирели? Мустафа, пожалуй, в школу тебе пора, сынок. Вазифа, отведи его к учителю. Ну надо же, как эти двое друг друга приворожили. Доля мужа — моя частица. Вот и вся вражба. Твоя правда. Чего не коснешься, вправе ты. У каждого из нас своя вера. У каждой веры своя истина. Может, и права я, да на меня одну моей правды хватает. Мама! Мама! Я тебя тоже люблю! Своди его сама Минлема.
Вроде бы каждое по отдельности слово моих матерей я понимаю, но соединятся они, и смысл из головы, как дым, разлетается, в воздухе тает. Наш аул-пляж расположен недалеко от реки Дёбру на холмистой возвышенности. Старшая мать взяла мою послушную руку, своей мягкой и крепкой, и через все село повела меня в школу. Живы будем, сочтемся. Дай срок, я так разбогатею, так разжирею. Ну разве виден ты, Талиб, как ты на Сабантуе пляшешь, ветром веешь, так ведь ни одному богачу не по карману. И то правда и нет. Подожди, по крайности, я и сейчас хоть призовой тебя попутчую. Спасибо, но нам пора. Я обязательно верну ее. Хорошо. Песни за никчемную котью шкуру отплатил. Да, бесхитростный Талиб. Плывут облака, укрывая Кавказа вершины. А я повторяю, прости меня, Родина, мать. Здравствуй, Исабек. И вам здоровыми быть, за вашу работу еще не принимался. Потерпит. А что ж ты песню печальную поешь, а? Другой нет. Все одно молотком махать легче. Неужто ремесло не радует? Мое ремесло одно — верхом скакать, а это... Не на месте ты, Сансак, не на месте. Оттого и песня у тебя такая. Эх, проклятый кумган! Идем. И так бывает, сынок. Песня своя, а судьба чужая. Идем. Мама, а как свою судьбу найти, а? Как свою судьбу найти? Человеческое от матери только половина рождается. Ладного человека я в этот мир принимаю. Руки, ноги целы, голова на месте, а у меня душа болит. Найдет ли он свою половину? Мама, а ты нашла? А вот и школа, сынок. Иди. Мама, давай сегодня не пойдем. Давай завтра пойдем. Нет, как? Теперь без
безграмотный, что слепой, а таких у нас полон дом. Хоть один зрячий будет. Вот, возьми хлебушек. Приобретайте, сядьте, соединяйтесь. Отстоит завоевание октября. Вот, стоим. Партия, бессмертие нашего дела. Мы в будущее смотрим смело. Пример, всем ребятам пример. Учиться, учиться и еще раз учиться. Молодчица. Сюда шагай. Сам шагай. Учись. Чем пахнет? Чем не пахнет? А ты получше нюхай. Лепешки пахнет с маслом. Только что лепешку съел. Подумаешь. Партия сказала, надо, комсомол ответил, есть. А, где? А чего тут в карманах забылись? Горбушка там. Давай съедим. Сам же говорил, лепешки. Только с хлебом надо есть. Вот и ел бы. 2 недели не было хлеба. Все лучше детям. На, ешь. То лепешки ты давно сбрехнула. Так главное слово, чтобы холод отвести. А теперь песни пой. Сам я ростом 2 вершка. Буду греть на солнце далеко. Выйдет соло 2 горшка. Тогда будет Товарищи! Этого мальчика звали Асхатом. В школу мы больше не пошли. И с тех пор с ним стали неразлучны. Ты как? Шишку вздулась. Пройдет. Не век же ей торчать. А песню не прихлопнешь. А давай, птиц. Камешки бросать, А если попадешь, Ну и что? Сорока не слабее, стерпи. и в ней душа бьется. А ты откуда знаешь? Птица что ли был? Я бы стал, но мне нельзя. Чего это? Когда вихрь за мной прилетит, поищет, не найдет меня и обратно улетит. Какой вихрь? А это моя тайна. Сумеешь беречь? Клянешься? Хлебом клянусь. Я ведь здесь не за себя, за другого мальчика живу. Я в другой прекрасной стране родился. Там шелковые травы высоко вздымаются, ягоды и плоды медом наливаются. Налетел однажды страшный
старшей матерью привечал только жизнь. Но жизнь и смерть на земле в равных правах. Моей первой утратой стал наш кот, тот, что принес меня домой из зимнего леса. Может, нужно спать? Нет, сынок, не нужно. Ты рядом, и мир не пуст. В дальнюю дорогу я собралась, ни о чем не жалею. Жаль, только тебя рановато покидаю. Из детства ты еще не вышел. Впрочем, весь из него ты никогда и не выйдешь. И счастье, и беда твоя в этом. Каждому из вас благословение свое оставляю. Каждому из вас. Милема, или грехи отпустили, сама своим голосом прокляла. Не могу я тебе свой долг вернуть. Ничего я в долг не давала. Я сама тебя сосватала. Я детей рожала, ты их воспитывала. Видела я, как ты душой истерзалась. Все в долг, и счастье, и надежды, и радость. Ты в моих прошлых муках не виновата. Или прости, или прокляни. Прощай, и ты меня прости. Все простите, если кого обидела. А сейчас в последний раз. Так старшая мать навсегда покинула нас. И с тех пор я к родной матери, которая родила, грудью кормила, почувствовал холод и отчуждение. Даже избегать начал. Мустафа? Мустафа, ты ли это? Отец, не ждите меня, не ищите. Для того, чтобы опять отыскать дорогие следы. Не память, на одно страдание, одна радость. Асхат? Пойдем. Куда? Зачем? Бьется, бежит дорога, за горы, вдаль мани, туда, где мир необъятный. Наверное, ждет меня. Наверное, ждет меня. Асхат! Асхат!
Добрый день. Стихи? Да? А откуда узнали? А покажи-ка. Милый Скворушка, Скворец. Нет, на бумаге. Ага, вот, пожалуйста. Ага. Так. Для славы написал или для денег? Не знаю. Ладно, разберемся. О, через пару лет поэтом станешь. А это 14 рублей. Фу. Стало быть, я на 2 года раньше пришел. Получится из тебя поэт. Порой я чувствую дерзание и полет, и сам себе кажусь крылатой птицей. Умеешь же миг прожить на свете, живым остаться навсегда. Я был еще очень-очень юн, когда отправился в Уфу поступать на рабфак и публиковать свои стихи. Не плати! Я всегда в строю, страна родная. Посылай меня на фронт любой. Галим! Играй наш сокол, вырвавшийся гордо из оков. Галим! Я пришел к тебе из края, где Урал и даль степная. Мы новые ураганы, мы новый род. У жизни новой мы стоим на страже. А жить на этом свете стоит, чтоб песни слово золотое, как птицу выпустить из рук. Назад! О, дружба, жизненный дар бесценный. И после песен ты не уходи. Маленький. Перец, не для смерти я жил и служил. Я честную голову честно сложил. За жизнь, за нее умираю. Довольно. Молодцы. Так, Игбай, Игбати, назви, цена, Харис. А тебя как? Мустай Карим. Раньше, чем через 2 года. Так, держи. А теперь... Можно и... Поселился я в доме на улице Достоевского, 47. Частенько сюда захаживали Баизид Бикбай, Рашид Нигмати, Сагит Акиш и многие другие, те, кого мы теперь называем классиками нашей литературы. Маяковский стал нашим маяком. Маяковский? У поэта должен быть трудовой карандаш. А Берцу надо пахать землю и стоять на страже. Да, вот только тогда его песни будут близки и пахарю, и воину. Мустафа, ты же знаешь черноволосую, черноглазую девочку с вашей улицы? Знаю. Я когда вырасту, я влюблюсь в нее. Зачем? Помнишь, как старшая мать говорила? Ладного человека я в этот мир принимаю. Руки на лице, голова на месте, а у меня душа болит. Найдет ли он свою половину? А у меня душа болит. Получится, Найдет если тебя ли он болит. свою А это 14 рублей.
напоминальную молитву, напоминальную молитву. Мама, мама, мама! А ты нашла? Вам кто нужен? Вы нужны. Зачем же? Поете хорошо. А вы, стало быть, знаете эту песню? Знаю. На охоту он ушел, пропал бесследно. С юных лет меня оставил одиноко. Вы все перепутали. Что перепутал? Зачем мне такую печальную песню петь? Я другую пела. Ты играла, я молчала, серебро кольцо сверкало. Коли утопишься, достану с одного озера Байкала. Точно. Вот мы уже и на «ты». Будем знакомы, меня зовут Рауза. Мустай? А ты здесь живешь? Да. Жаль. У меня вот брови широко посажены. Мне старшая мама говорила, что суженые сдали краев назначены. Что еще мама говорила? Что на лбу написано, то и сбудется. Посмотри, не твое ли там имя, а? Эту песню мама пела, на руках меня качали. А разве другим не нужно поиграть на свирели? Был близким горизонт тогда, и небо близким было. Ну, что, написано? Нет. Эх, ну, тогда, наверное, мне пора. Хорошо поют, а кендаль враги. Ты слышишь? Роза, а пойдем со мной, а? Если свистнешь изо всех сил, может, и пойду. Свистеть не буду. Тебя своим дыханием вытяну. За светлый сад, которым край наш станет. Мустафин! Муштаев! Атыпов! За Родину! Любовь и торжество! Петерев! Аристов! Алин! Поэту надо стоять на страже. Каримов! Каримов! Вернусь! С победой вернусь! Все время я тебя теряла. На войне человек работу себе не выбирает. Я связист. Мое дело между командиром дивизиона и батареями на передовой обеспечить связь. Во время боя в огонь идут все. Но это еще не подвиг, а исполнение обязанностей.
А вот людям, которые говорят, что не ведают страха, что на войне они ничего не боялись, я не верю. По-моему, нет в природе таких людей. Ленинский фронт! Приказываю обеспечить средства передовой! Отец привел из своего коня, скакун дрожал, он был горяч на диво. Копытом землю нетерпеливо. Вручила дедовский клинок, чтобы запавших отомстить его. Отец привел из своего коня, скакун дрожал, он был горяч на диво, а мать вручила дедовский клинок, чтобы запавших отомстить его. Мустафа, иди к нам. Мустафа, идем к нам. Мустафа, идем. Я боюсь. Мустафа, ты трус. Мустафа, ты трус. Тише, не шумите. Мустафа, зачем тебе лезть на дерево? Так все там, наверху. Эх ты, Мустафа, в других смертях частица твоей смерти была, а в твоей жизни доля жизни погибших останется. Тяжелый снег идет 3 дня, и раны ноют у меня, а с ней осколок заодно, он превратился в боль давно. Скальпель, салфетку, пинцет и дышите надрез. Его сырой рукой нашли в глубинных залежах земли. Гремел рассвет, потом затих, и 2 осколка мины той попали в нас двоих. Один в сержанте Фомине лежит в могильной глубине, другой достался мне. Другой достался мне. О, осколок. Кончилась война. Унесла она с собой много моих друзей, сверстников, земляков, поэтов. Погиб баянист Мараким, без вести пропал Асхат. И еще до войны убит был мой старший брат Муртаза. После победы рану унесли Салиха. А через некоторое время навсегда ушел и отец. Оба моих легких стал грызть туберкулез. Начались долгие страдания в госпитале. Отец, Роза. Старец капитан? Попутчик,
Только вы тогда совсем плохой были, сейчас вон. Бравируете? Да я вроде держусь, не поддаюсь. Меня Людмила зовут. А вас я буду называть капитаном. Жаль. Жаль, что на улицу не выпускают. А может мне украсть вас ко мне выпускает? Коля. Ну? Коля. Любую вашу просьбу сочту величайшей честью для себя. Да только вот температура. А температуру мы здесь оставим? Я уже давно сижу. Похитители дожидались. Сначала на вершину горы отвезите, а потом к морю снесите. Извольте, сеньор. Я часто вспоминаю о том, что у Людмилы были печальные ладони, будто всегда в невеселых думах, что человеческие руки могут и задуматься, и горевать, и грустить. Я впервые понял в то лето. Капитан, смотрите. Капитан, посмотрите, кораблик. Для любящих сердец разлуки нет. Нет, непреодолимых расстояний. Есть жгучая тоска, но раны нет. Что исцелить любовь не в состоянии. Капитан, женщина рядом с вами, наверное, тепло, уютно. Она, наверное, будет счастлива. Сделать счастливым. Сделать счастливым – это дело всей жизни. Да разве для счастья нужна жизнь? Для этого достаточно и мгновения. А я в приметы не верю. Почему же? У меня вот брови широко посажены. Старшая мама мне говорила, что суженые из дальних краев назначены. И что же, не сбылось? Нет, не сбылось. А старшая мать это кто? Бабушка? Нет, это первая жена моего отца. У моего отца 2 жены было. Так может и у вас 2 жены будет? Хотя нет, не надо. Одна из них обязательно будет несчастной, а может даже обе. Может все 3 будете несчастны. А что вы на меня так смотрите? Потом рад буду посмотреть. Не переживайте, капитан, не переживайте. Вы жить долго будете? Дни становятся длиннее. Отправляю всем все просьбы подняться на борт. Это за вами. Это за вами, капитан. Ступайте же. Ступайте. Ступайте же. А как же вы, Людмила?
спеши. И где бы ни был в тьме дорожной, в слепящем зареве огней, тот образ, светлый и тревожный, был всюду в памяти моей, был всюду в памяти моей. Какой сегодня белый-белый дом. Давай на берега поднимемся. Не знаю. Силенок-то хватит. Для любящих сердец разлуки нет непреодолимых расстояний. Есть жгучая тоска. Но раны нет, что исцелить любовь не в состоянии. Есть поезда, пути, минуты есть, дней которых нет и нет короче. Есть письма, что благую весть несут к любимым от любимых. Дни и ночи. Есть боль, но впереди свидание свет, этого нет ран изречений. Пространства на земле такого нет, чтоб нас она с тобой вдруг разлучила. Напиши мне письмо! Я вернусь. Я обязательно скоро вернусь. Я к тебе возвращусь, дорогая. В туалете я поправился и вернулся к семье и к работе. Через некоторое время был назначен
председатель Союза писателей Республики. Осенним с высоты листва едва шурша струится, озябнув мокрые цветы стоят нахохлившись, как птицы. Искусство принадлежит народу. Партактив состоится. Оповещен. Пламенную речь приготовь. Да так, чтобы искры сыпались. А можно пламя не слишком жарким будет? Нельзя! Народ нужно до нутра поджечь, чтобы поверил. И все же. Сказано, делай. Извините, вашу просьбу исполнить не могу. Это не просьба, это поручение обкома. Все равно не могу. Торг окончен. Думай, чтобы речь убедительная была, с аргументами. На славу нынче уродился хлеб. Давно зерна амбары жадно ждут. Какими б я дорогами не шел, повсюду радости, счастья жнут. Хорошо, с аргументами. Собирайся, поедешь в творческую командировку. Мустай, ты опять покидаешь меня. Все равно я на землю спущусь и к тебе возвращусь, дорогая. Вот, возьми. С вершины времени нет тропы назад. И с недавних пор о каждой строке тревожно думаю, куда она выведет меня. Летит, летит по небу грин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю мы не останемся нигде, уходим вглубь веков, как отражение на воде небес и облаков. Синие песни сойду На исходе сумрачного дня теплый воздух обласкал меня, пробежал легко по волосам, того не заметил сам. Хочется плакать тебе. И понять не ставшим как среди огня, ожиданий своим ты спасла меня. Покончил с мелочами, и суета осталась позади. И каждый день с рассветными лучами птиц выпускаю из своей груди. Асхат, ты жив, Асхат? Я Прометей.
Ты так похож на человека. Давным-давно создал я этих маленьких людей. Я взял в ладони свежей, белой глины, слезами замесил ее, потом людей в фигурки вылепил. И что же? Хочу глаза открыть их человеку. Пусть видит, сколько красоты и мощи есть в нем самом. Отдам я людям свет новорожденным. Одумайся. Божественное пламя похитить ты решился? Я твердо все обдумал. Ты видишь эту гору, Прометей, и на скале прикованного Бога все 30 тысяч лет продлятся муки. Тебя пытать прикажет громовержец. Смотри, твою поразить готова печень, крюком стальным, безжалостная птица. А если попадешь? Стерпит. И в ней душа бьется. Есть время, чтобы еще отречься. Зачем тогда в грудь матери вложили нам эти неспокойные сердца? Великий миг. В моей руке огонь. Лети к земле, лети навстречу людям. Кто из богов счастливее меня? На землю я принес небесный пламень. О, люди, к вам пришел я. Вы готовы? Зачем же нам огонь? Он нам не нужен. Скорее унеси его на небо, иначе пожалеешь, сколько пожалеешь. Другое место, другим его дари, раздавай. Другим, кому-то, может быть, он нужен. Не нам. Немыслимо. Мой дар не по душе. Так значит, я напрасно нес огонь священный. Но кто из нас просил тебя об этом? Я Прометей, я небовольный гений. И если буду ждать, когда попросят, Нужна, ты полагаешь, гениальность? И мне не гений нужен, а толпа. Огня не нужно, сумерки белее. Наши нравы грубые, одолевают помыслы дурные. Мы вздорные, ничтожные и все же свободны от сомнений. Свободны от сомнений. Ты говоришь, чтоб я берег себя для нашей жизни. Почему же другим не нужно играть на свирели? я готов. Все ярким светом. Люди ошеломлены. Они собираются вокруг огня. Они стройны, красивы, и их глаза полны радости и света. Власть и сила уводят Прометея. Я вернусь к вам, люди! Устали Карин. Трагедия «Не бросай огонь, Прометей». Бывает правда и права, И есть неровность в круге, и недосужие слова родятся на досуге. Тяжел бывает снег, сырой с дождем наполовину. Бывает правда не права. И есть неровность в круге, и недосужие слова родятся на досуге. Тяжел бывает снег сырой с дождем наполовину. И чисто в золоте порой таятся крохи глины. Многое я в жизни перевидел и немало позабыл. А вот дороги помню все до одной. Но по какой бы из них ни шел, я всегда возвращаюсь
направляюсь туда, где бьет родник моей жизни, моего, как оказалось, долгого детства. Здравствуй, Изабель. Здравствуй, Мустафа. Что ж стучишь? Да не пойдешь. Была одна песня, и ту забыл. Так-то я тебе другую подарю. Белый конь путем оледенелым мчится вскачьей рысью, вспахивая снег слепящий белый и порхая над морозной высью. Пошел, родной! И так бывает. Песня чужая, а судьба своя. То ли бывает? Стало быть, ты с этим миром расстаться решил? Хватит уже, годы дожил, пищу доел, меру надо знать. И завещание написал, и наставление дал. Завещания нет, мир в моих заветах не нуждается. Неужто тебе больше сказать нечего? Язык-то есть, да вот только слове песен не решился. Тогда я вместо тебя скажу. Я с Сабантуя возвращаюсь. Зной пошел на спад, и день идет в предел. Подожди-ка подушку, подожди-ка. Я не вредил, и все мое со мной. Лишь шапка где-то с головы слетела. Повыше, подними. Что шапка? Мы о шапке не заплачем. Что не плакать-то? О, я еще хоть раз чуть свет почуть. На Сабантуй на скакуне горячее. Лучше еще пляска, мой народ, пляска. От смерти есть лекарство. От любви лекарства нет. Лекарства нет. Окьяндон. Мой Марагим, и я тебя от гибели спасти не смогла. А сколько книг написано о том, что любовь сильнее смерти. Получается, все ложь, все выдумка. Заря, своим явлением не спеши рвать тишину. Ты видишь, как в безмолвии две души слились в одну. Пусть разом страх, не знающий сна, спят в этот час, и лишь любовь одна, пусть не смыкает глаз. Младшая мать. Да, Мустафа, я ждала тебя. Я. Ты нашелся. Все время я тебя теряла. Зимой, когда из гостей возвращаюсь, потом в лесу сколько раз. Про войну не говорю. То без вести пропал, то похоронная на тебя приходила. Я вернулся. А почему же ты плачешь, мама? Жалею. Кого? Кудрявую босоногую девочку. 8 лет ей всего. Чья девочка? Не было в доме спичек, очаг разжечь. И ярым морозным утром дали ей совок в руки и отправили босиком в одном платьице к соседям за горячими углями. И вот домой она бежала возле порога, споткнулась, упала. И рассыпались угли, будто горячие черные слезы прожгли белый снег. Той девочкою я была. Эту песню мать мне пела, в путь дорогу провожая.
голос милый, тем звучит он все слышнее, тем звучит он все слышнее. Пламя вырастет из искры, знают люди, знают, какую искру летает. Эту песню мы давно расстались с ней. И чем дальше голос милый, тем звучит он все слышнее, тем звучит он все слышнее. В дороге ноги, милый, с песней в шаге, прислушайся, я сидела, Минуточку, одну минуту. Нет, вы меня с кем-то путаете. Я просто фотограф. Давайте вас всех увековечим. К собственной вашей славе здешнюю красоту добавим. Подходите ближе, на меня внимания не обращайте, думайте о своем, вспоминайте. Так, замечательно, смотрим все сюда. Гляжу задумчивый я в могучих рек течения, постичь пытаясь бытия и сущность, и значение.